Итак, мамкин Скандинав и любитель сериала «Викинги». Да-да, это ты. Сегодня я тебе поясню за такого персонажа, как Рагнар Лодброк. Благодаря упомянутому выше сериалу «Викинги» данная личность набрала достаточно популярности. На мой взгляд, это здорово, что в этом сериале популяризируется история. Ведь что еще способно заставить изучать прошлое, если не твой любимый фильм «Юный Скандинав»? Рагнар Лодброк, а.к.а. кожаные штаны, это датский конунг, или как еще можно сказать король, представитель скандинавского рода инглингов, проживавший в 9 веке нашей эры. На данный момент он является полумифическим персонажем, так как нет конкретных фактов, подтверждающих его существование. Спросите вы, как нет? Это Рагнар Лодброк, он знаменитый викинг, я его даже в сериале видел. Дело в том, что скандинавы начали записывать свою историю около 13 века, а до этого история как наука их не интересовала. Ведь куда интереснее совершить поход на противных саксов. Но не стоит печалиться, юный скандинав. Слава боженьке Одину, что у братанов-норманов была профессия скальд, которые капельно пели или читали рэп о различных героев из поколения в поколение. Позже появились саги, если переводить на наш язык, это сказания. Таким образом, легенда про Рагнара Лодброка добралась до наших времен. Что же известно нам о конунге Рагнаре? А известно нам мало, лишь одна информация из саг. Как я уже говорил, Рагнар является представителем рода инглингов. Инглинги – это скандинавская династия конунгов, типа Рюриковичей, Романовых и прочих других династий. Отцом Рагнара, вероятнее всего, был предыдущий конунг Дании. Неудивительно. Сигурд Кольцо. Саги гласят, что у него было 3 жены – Лагерта, Тора и Аслауг. Помимо самой славы Рагнара, у его детей было не меньше заслуг, а его детьми были, собственно, Убба, Сигурд Змееглазый, Бьорн Железнобокий, Ивар Бескостный, Хальфдан и Хвицерк. Ну и другие, меньше известные чуваки. Известность, которую имел Рагнар, он заполучил благодаря тому, что его набеги проходили более чем успешно. Есть инфа, что он был одним из самых первых, кто собрал большую армию и направился на Британию, тем самым дав понять англосаксонским королям, что в ближайшие 100 лет их ждет уморительное веселье. Ну или умертвительное. Но самая известная заслуга состоялась в том, что ему удалось доплыть до Парижа и ограбить город в 845 году. Париж – столица Франкии. Совсем недавно там рулил Карл Великий, который сделал Франкию стронг. Карлу Лысому, отличная кликуха, королю франков, пришлось выплатить жестоким норманам 7000 фунтов серебра. Чтобы вы понимали, это 3175 килограмм. 3000 килограмм серебра, Карл. 3 тонны, Карл, ты совсем лысый, что ли? Приняв щедрый дар, армия Рагнара еще и по пути домой разграбила половину Франции. Не гоже добру пропадать все-таки. В 865 году Дракар Лодброка сел на мель, чем и воспользовались сыкливые саксы. Рагнар был взят в плен королем Нортумбрии, жирным чуваком из сериала. Элли подготовил для давнего врага особую смерть. Он кинул Рагнара в яму с ядовитыми змеями. По этому поводу гласят легенды, что Рагнар крикнул: «Как захрюкали бы мои родные поросята, знай бы они, каково сейчас мне, старому кабану», как бы намекая, что месть рядом. Увы, чудо не совершилось, Один с Асгарда не спустился на помощь Рагнару. Как бы король Эло в тот день не тешился, в скором времени на Британию высадится великая армия язычников под командованием сыновьев Рагнара. Кстати, о ней будет отдельный выпуск. Интересным фактом является то, что 28 марта в странах Скандинавии празднуется День Рагнара Лодброка, который является национальным героем и прославляет храбрость, отвагу и мужество. На этом я заканчиваю пояснять за Рагнара Лодброка, датского конунга. Но как бы там ни было, его подвиги помнят и по сей день, даже сериальчики снимают, довольно годные.